Первый заместитель секретаря Совета Безопасности Кыргызской Республики Сатыбалдиев Мелис Душенбекович. Уважаемые участники и гости, от имени секретариата Совета Безопасности Кыргызской Республики приветствую всех, кто задействован в организации проведения совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона, коллективной безопасности «Рубеж-2021». Импульсы современных вызовов и угроз до настоящего времени не стали прогнозируемыми, имеют большие масштабы, серьезные финансовые, идеологические, медийные, человеческие и другие ресурсы. Они не ограничены пределами каких-то территориальных границ. Резкое изменение ситуации в Афганистане, ее влияние на стабильность обстановки в регионе является тому подтверждением. В этом контексте необходимы дальнейшие международные усилия по направлению этой страны в русло обретения мира. Наличие террористической опасности прямо угрожает спокойной жизни простых людей, несет значительные экономические потери, негативно влияет на морально-психологическое состояние населения. Уже в новейшей истории мы наблюдали ситуации, когда отдельные страны были на грани потери своей государственности из-за террористической агрессии. Сегодня уровень террористической и религиозно-экстремистской угрозы странам Центральной Азии в целом сохраняется высоким. Это обусловлено как возможностью проникновения в страну эмиссаров и боевиков, нацеленных на дестабилизацию обстановки, политической ситуации, так и наличием глубоко законспирированного подполья. Кроме того, на фоне кризисных явлений в экономиках государств наблюдается общая мировая тенденция к радикализации, проявляется стремление отдельных лиц и группировок через манипуляцию массовым сознанием навязывать и продвигать свои преступные идеологии. В таких чрезвычайно опасных условиях мировой обстановки в наших государствах необходимо создание атмосферы неприемлемости террора как явления. Обстановка повсеместной террористической и экстремистской активности требует оперативной и жесткой реакции на существующие и вновь возникающие риски и вызовы и угрозы. Одним из важных условий противодействия международному терроризму является сочетание практики силового подавления незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения, предупреждения террористических проявлений. Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и обезвреживать членов международных террористических организаций и адептов экстремистских течений. Отрадно констатировать, что Кыргызстан и страны региона имеют очень ощутимую военную поддержку в виде авиационного компонента коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ авиабазы «Кант». Уровень взаимоотношений между нашими странами значительно поднялся. Вместе с соседями мы научились решать даже самые острые и чувствительные проблемы через диалог и уважение интересов друг друга. Проводимые сегодня учения – это результат тщательной, оперативной, информационно-аналитической, командно-штабной и организационно-тактической работы. Важнейшую роль здесь играет выполнение задач взаимодействия, связи и всестороннего обеспечения. Активная фаза учения является частью тех адекватных мер, которые предпринимают наши страны, исходя из необходимости решения вопросов безопасности и укрепления организации. Уверен, что итогом учения станет возросшее мастерство личного состава, еще большая сплоченность действий разнородных сил и средств, а также новые планы по совершенствованию деятельности в сфере обеспечения безопасности. Отмечу, что для кыргызстанцев проведение на своей территории практических мероприятий, аналогичных сегодняшним или других специальных операций в международном формате, является значимым показателем стабильности и собственной защищенности.
Желаю всем мира, здоровья, удачи и процветания. Спасибо.